И 50 лет вот занимаюсь с детьми, организуя экспедиции. Так, цель моего именно организация экспедиции – это именно дать детям именно как было в прошлом, глубокое прошлое Якутии и связать с настоящим. То есть показать весь процесс развития жизни в Якутии. Так здесь у нас имеются очень такие уникальные места. Это опорно-геологические разрезы по реке Алдан, это Мамонтова гора, это Ихене и Рассыпное. Вот на этих уникальных именно геологических именно разрезах и организуем экспедиции по 6 маршрутам. Именно дети получают полную информацию и прошлое, и настоящее развитие нашего края. Вообще все детство я провел среди природы. Воспитывала меня именно природа. Вот надо было так воспитать детей, тогда тебе родится именно любовь к природе, и ты становишься частью природы. Да. Так учился в БГФ, закончил в 1971 году. Сначала работал в Торикейской средней школе 1 год, и по состоянию жены перевелся в родную школу. И стал учителем биологии. Ну, как вы знаете, именно природа – это самый лучший учитель. Детям лучше надо показать, именно их более близко ознакомить со своим краем, да. Так, поэтому вот я стараюсь работать как учитель биологии, химика, вот с 1973 года занимаюсь. Но за это время я в основном брал на экспедиции детей из города Якутска и Аласов, потому что дети Аласов и городские дети очень мало знакомы такими природными уникальными местами, как река Алдан. Так они впервые знакомятся только флорой и фауной, но их фауной. Особенно их интересует наша рыбалка и так далее. Вот когда уже не взрослые люди сейчас, иногда встречаемся, они сразу говорят, что Петр Дмитриевич, вы да, а я-то откуда знаю, повзрослевшие люди. И говорят, хорошие такие слова благодарности. Сначала это школьные краеведческие походы были, сначала, потом 1997 года уже на базе этого я организовал Эльспеканский экспедиционный лагерь. Вот. Более-менее расширяется география участников экспедиции, и это тоже нам помогло развиваться. И в настоящее время чего я хочу? Я хочу после себя оставить то, что мы нашли, исследовали, что мы уже знаем, все оставить после себя, не видя вот там каких-то брошюрей, там книг, а я свою базу, там у меня есть база, более-менее такая подходящая к экспедиционной работе, это все там есть для отдыха и работы, но в основном там музей, лаборатория у меня есть. Там очень много наших находок экспонируется, постараться именно передавать из поколения в поколение, чтобы после меня занимались люди, вот продолжая наши дела. Но самое главное, очень мне хочется, что как Мамонтова гора, вот Рассыпное, Ихене и так далее, вот это геологические, опорно-геологические разрезы, именно изучать в дальнейшем. Оказывается, вот вечная мерзлота образовалась после рассвета животных мамонтовой фауны. То есть я и мои дети, все мы участники, пришли к выводу, что во время существования именно
ископаемых животных мамонта и фауны в Якутии не было вечной мерзлоты. В низменных местах во время катастрофы именно заиграла такая грязь и наполнила весь низменные места, как центральная Якутия, на месте, где Якут и так далее, были залиты грязью. И в этих именно на этой грязи и лежит останки ископаемых животных, которые мы ищем и находим. По бассейну реки Тата мы тоже провели экспедиции. Я сначала думал, что только на Мамонтовой горе, только в наших окрестностях лежат вот такие останки животных, мамонтов, фауны. Оказывается, по всему бассейну реки Тата именно с давних времен находят именно останки животных, мамонта и фауны. Оттуда я делаю вывод. Оказывается, до наступления глобальной катастрофы именно бассейн реки Тата была прародиной якутской популяции животных, мамонта и фауны. Спорная, конечно, да, спорная. Но все-таки ученые говорят, что животные мамонта, фауны, в том числе мамонты, сначала были развиты на центральной Якутии, а потом с ухудшением кормовой базы, сказали, именно перешли в ту сторону тундры, там с севера занимали, и там их настигла гибель, говорят. И потом винят даже самих наших предков винят, что именно оставшиеся живых мамонтов истребили наши предки, это охотники, дюктяси и так далее. Этим я тоже не согласен. Такие огромные животные, как мамонты, там шестицы, носороги, близко никого не подпустят. Но сейчас я могу, как охотник сказать, даже не могу именно подходить к ним современными оружием охоты. Вот такие огромные животные были. Мы нашли порезы, например, носорога или там какого-то ископаемого животного с ранениями. При жизни что-то может наши предки там виновны и так далее. Этим я не согласен, потому что это грязовая цель, это мощно бурная, с обломкой деревьев и осадочных пород, горных пород. Они оставляют и такие следы могут оставить. Мы нашли около 49 останков животных, мамонта и фауны, некоторые по частям и так далее, но принадлежащие к 9 видам. Среди них были это, как пещерный лев, говорят наши ученые, а мы говорим тигр-лев. Может быть, у нас пещер-то мало, наверное, по Якутии. Части костей в одном и том же месте. Они скучены. Значит, их именно перевело в одно место, это грязовой поток или сель такой бурный. Поэтому они-то разобраны на части и так далее. У нас мы находим. Только в 1976 году более-менее полный скелет шестистого носорога мы нашли на Мамонтовой горе. Это 4-й, сказали, в мире 4-й скелет, который экспонируется сейчас в музее Мамонта. Так. Это самое. И более-менее это тоже целый скелет нашли этого оленя ископаемого. Но остальные по частям. Но все это говорит, что животные, мамонты, фауны ископаемые, погибли, вымерли в одно и то же время под действием такой глобальной катастрофы. Не только свою гипотезу толкать детям, а именно толкать, сколько я знаю. Такая гипотеза, такая гипотеза, такой еще так говорит и так далее, так далее. Но вы будете дети живать. Давайте выбирайте сами, какой вам более-менее подходящий и так далее. Эта катастрофа произошла. Некоторые говорят, что именно Земля столкнулась с каким-то космическим телом. На это нельзя верить, потому что там большой взрыв произойдет. Именно изменение произошло при нарушении орбиты полета или нарушении
именно осевращение земли. Должна пойти именно катастрофа. Вы же знаете переливы, отливы от Луны и так далее даже. А вдруг там какое-то смещение или там что-то будет, это отразится именно на нашей земле. И стоит моя база, там цветет, каждой весной встречаем подснежника, да? И перевез в 97 году, то заметил рядом стоящий подснежник. Один желтый, другой фиолетовый. Но оттуда пошло и пошло. Я снимал очень уникальных экземпляров. Да. И по свету, и по строению. Это говорит, что каждая земля обладает своей биоэнергетикой. Например, до села Усата, до базы у меня через реку Алдан стоит, как будто граница, да? А до Усата в основном, как и в городе, желтые, да, появляются. А потом у меня появляются вот такие фиолетовые и так далее. Это говорит, что земля обладает, каждая участок земли обладает своей биоэнергетикой. И наши древние предки тоже говорили, когда ты будешь строить дом, ты должен выбрать место, узнавая именно там, что растет. Именно новые виды появляются, когда именно наступит глобальная катастрофа, когда изменяется Земли, когда изменяется радиационное поле, когда магнитное поле, радиационное излучение Солнца и так далее, они именно воздействуют на генотип каждого организма. И оттуда у нас появляется материал для именно естественного отбора. Геологического горизонта говорят о обратном, что каждая эпоха или период, или там эра именно сменяется другой в результате таких глобальных изменений или катастроф. Это очень сложный вопрос вы даете. Вообще-то мои дети заняты промышленностью. Сын геологом был, стал геологом. У нас один сыночек, да, он рядом со мной ходил с малых лет. И ему не стать геологом, это уже позорно даже, да. Но он стал геологом. Потом работал в МВД и в охране работал. Ушел в пенсию раньше и сейчас работал алмазонавара. Да, тоже там копает, все. И там дядя работает. И потом внук пошел, тоже стал горняком, работает Айхале, да, в Айхале работает. Так, пускай работают, думаю. Но все-таки рекультивацию надо вести. Все-таки то, что ты делаешь, это надо все. Просто надо бережно относиться, когда ты принимаешь, все надо будет все культурно, чисто и так далее. То, что после этой обработки, после использования, тоже надо все на место ставить, желательно, сколько есть возможности. Тогда будет. Пусть земля дает свою энергию, нам пусть дает жизнь, дает энергию для жизни. Я не противник, а просто я хочу, чтобы за собой следили. Конечно, если техника, пускай, чего плохого, у нас железная дорога подошла. Нормально. Пусть дальше пойдет. Пускай наше поколение, наше будущее поколение живут вольготно живут. Пускай они занимаются своим делом. Я не указываю каждой на семьи. Твой ребенок должен быть там колхозником или совхозником. Там он может хвосты крутить, а твой будет промышленник, а твой руководящий кадр и так далее. Так нельзя. Просто им надо, чтобы развитие шло. Пускай идет.
Надо жить, когда есть возможность. Земля сама знает на меня. Вот я очень благодарен, что меня разрешили выступить на конференцию по вопросу тайны вечной мерзлоты. Это кое-как. Мне дали слово, и сразу я мигом сказал, что даже не обдумывая, что надо знать сначала причину образования вечной мерзлоты, и когда она образовалась, и тогда после этого делать какие-то выводы. Вот за счет посева. У нас посевы в советское время мы вот именно очистили лесной массив, там создали искусственное поле, засевали, использовали 2-3 годика кое-как, и все потом разломалось. Потому что, я же говорил, вечная мерзлота – это именно мерзлая грязь под нашими ногами. Вот мерзлая грязь. Поэтому, как только мы нарушаем этот баланс, и сразу вот разрушается, именно происходит эрозия земли. Люди еще не знают, в чем причина именно вот катастроф, почему это гибли животные, мамонтов, фауны и так далее. Чем ты дольше работаешь и встречаешься с природой, и тогда у тебя возникает мысль. Один выезд ничего не решает. А у нас как бывает? За лет бывает несколько экспедиций на силу с продолжительностью на неделю. И все. Уезжают. С Москвы приезжают. На 3 дня бывает, 4 дня бывает. И здесь нет просто. Нету. Как будто все решили. А я остаюсь. А я ищу. И вот 50 лет это не такой малый срок. Все-таки надо быть терпеливым. Если ты любишь свою природу, свой край, и природа будет тебя любить. Или земля-матушка. Вот так. Вот мой главный наставник – это природа. Вот. Поэтому и сейчас собираюсь туда с женой. Вот. Там будем продолжать провести лето недаром, потому что у меня база. Буду организовать тоже некоторые экспедиции, буду проводить. Но обязательно дети будут. Ну, конечно, есть что показать. Главное, это уникальные места имеются. Они дают им толчок. Ух, в этом году что-то новое надо. Что-то вышло. Вот поэтому не дает покоя. Надо туда. А в прошлом году так было, так было, так было и так. Так бывает. Интересно же?